Жители 5 деревень Чувашско-Сорминского сельского поселения Аликовского района жалуются на отсутствие автобуса. Больше полугода транспорт к ним не ездит. Чтобы добраться до ближайшей остановки, нужно преодолеть более 8 километров пешком, а для пожилых людей это настоящее испытание. В проблеме разбиралась наша съемочная группа. Этот старый остановочный павильон напоминает сельчанам о былой транспортной доступности. Проблема в 5 деревнях началась в апреле этого года, когда рейсовый автобус перестал к ним заезжать. Теперь, чтобы добраться до районной больницы или на рынок, приходится вызывать такси. А это накладно. Вызываем такси, пенсионеры, бабушки, старушки вызывают такси. Такси дорого обходится, 500 рублей. Сегодня в этих 5 деревнях живут 185 человек, в основном пенсионеры, молодежи мало. Как признается жительница деревни Шор-Байраш Анфиса Ястребова, людей оставили буквально брошенными на произвол судьбы. Автобус отменили, не предложив никакой альтернативы. Мы обращались в сельскую администрацию, это сельское поселение, но пока они никакие вопросы в этом отношении не решают. У вас, говорит, народу нету там, чего, говорит, автобус, зачем вам этот автобус? А у нас население очень старое, стареет, молодежи почти нет, но тем более, когда старики, надо и в больницу, и по делам, а ходить, добираться до центра очень-очень трудно, прям невозможно. В администрации сельского поселения о ситуации знают, объясняют. Так как пассажиропоток небольшой, регулярный автобус отменили. Сейчас, что от меня зависит, конечно, я все сделаю. Я напишу письмо Минтранс Чувашской Республики насчет просьбы населения Мартынкин, Шапкин, Шор-Байраш и ознакомлю их с их требованиями. Конечно, возможность рейсов очень много у нас, Чебоксары, Аликово. Можно, в принципе, пару раз в неделю заехать, одному автобусу хотя бы, чтобы сначала заехал в эти деревни, потом поехал в Аликово, это автобус. Ну и хотя бы 2 раза в неделю. Жители деревни надеются, что профильное ведомство рассмотрит их обращение в кратчайшие сроки. Мы будем следить за развитием событий. Елена Михайлова, Алексей Енейкин, Никита Углев. Вести Чувашия.